вас приветствовать в здании парламента. Я очень сожалею, что только на 5-м году нашей работы, к концу нашего срока, мы с вами начинаем говорить о концептуальных вещах. И, может быть, коронавирус подталкивает нас принять этих мер сегодня и сейчас. В том числе это касается и изменений, дополнений налоговый кодекс по созданию налогового трибунала. Я предложил бы правительству этот документ принять в 3 чтениях уже в нашем созыве, чтобы он начал работать в следующий раз. В 2012 году я был министром финансов, и у нас разошлись мнения с главой государства не только по кредитным ресурсам из Китая, но и по фискальной политике, которая начала в тот момент распространяться в Кыргызстане. А именно, было жесткое дано указание судебным органам все решать в пользу бюджета. Не было законов, ничего не было, но именно вот такое указание, оно привело к тому, что резко сократился приток инвестиций. Если вы заметили, вот по данным делового совета, я посмотрел, за 2018-2019 год сумма начислений составила более 39,5 миллиардов сомов. То есть налоговая перестала заниматься анализом, учетом, контролем и полностью сосредоточилась только на проверках, внешнем контроле. Там, где легче всего договориться, там, где легче всего получить все коррупционные элементы и доступы к возможности обогащения. Но к налоговой службе, к некоторым только из них, да, те, которые этим занимались, я не всю имею налоговую службу, я сам там работал, добавились и другие правоохранительные органы. То есть все поняли, как только бизнес лишился права защиты на судебном состязании, права защиты своей собственности, своих правильных действий, все, получился сговор. Я думаю, об этом и говорил действующий президент на Первом Совете Безопасности по организованной политической преступной мафиозной группе. То есть бизнесу приходят любые проверяющие органы, любую непрофессиональную проверку подытаживают и говорят, ты можешь идти в суд. А суд решит в пользу бюджета. Давай лучше договариваться. Вот что произошло с 2012 по 2018 год, уважаемые коллеги. Я не знаю, у меня нету данных сейчас на сегодня с 2018 по 2021 год, но не думаю, что суды все моментально исправились. Именно поэтому нам необходимо восстановить право бизнеса на свою защиту. Презумпцию невиновности никто не отменял. И желательно, чтобы она была независима от правительства, не была внутри налоговой службы, и она была бы при Международном третейском суде. Пока мы спим, прецедентное право уже работает в Астане, уважаемые коллеги. Все, там третейский суд, прецедентное право, все там в Астане работает. А мы до сих пор ждем каких-то еще чуда, которое может случиться в Кыргызстане. Уважаемые коллеги, коронавирус показал, что у людей с хроническими заболеваниями практически шансов нет. У нас тоже хронические болезни, это импортозависимость полностью. Фискализация, она не была проведена. И мы видим, в 2019 году, вот я с этой трибуны заявлял, что это опасная тенденция. К концу года 9,5 миллиардов налоговых поступлений не поступило в бюджет нашей страны. Из 2000 компаний, 350 компаний в 2019 году закончили с минусом по налоговым сборам. А некоторые вообще закрылись из-за контрабанды. И вот эта тенденция сейчас продолжилась. Мы сейчас утвердили бюджет с минусом в 33 миллиарда. Хотя налоговики, таможенники дают расчеты, что выпадение составит 43 миллиарда. И в этой ситуации оставить просто бизнес, чтобы он постепенно умирал или уходил в тень, мы не можем эту роскошь себе позволить, потому что на грани уже существования самой страны. И одним из вот таких мер, которые будут способствовать выздоровлению экономики, привлечению инвестиций и гарантированию собственности, это будет право бизнеса на судебную защиту. Не может быть этого права. Вы посмотрите, 18-19 годы мы с Натальей Михайловной просматривали эти вещи. Более 90% судебных решений в пользу бюджета. Остальные 10 до сих пор тянутся. И, возможно, тоже решатся в пользу бюджета. Поэтому любой человек, который приходит, проверяет и вам выставляет счет абсурдную сумму, там 20 миллионов или 200 миллионов, и потом со светящими глазами показывает на свой карман, только один выход у бизнеса. Или обанкротиться, умереть, или договориться с этим проверяющим и порвать это так. Потому что это так, несмотря на то, что он незаконный.
он абсурдный, он не соответствует налоговому кодексу и составлен не финансистом, аудитором, а каким-то ветеринаром, который получил по возможность вместе с проверяющими правоохранительными органами составить какой-то акт непонятный, то все уже. И именно, чтобы вот это все переделать, уважаемые коллеги, нами предложено, я благодарю и наших экспертов тоже, Кануэ Капашевич надеется, что какую-то часть мы примем. Я предлагаю правительству, Эркин Шамсудинович, принять эти все законы сегодня и сейчас. Рядом с вами вот уже сидит Бекболот Алиев, Ильдар, Дастан. Я имел отношение к их карьерному росту, но, к сожалению, на сегодня правительство что должно сделать, уважаемые коллеги? Оно, особенно Министерство экономики, должно встать на сторону бизнеса. Я всю жизнь так делал и всегда получал только благодарные отзывы в виде увеличения доходов республиканского бюджета. Сегодня, получается, Министерство экономики, к сожалению, становится напротив бизнеса и пытается защитить интересы правительства, может быть, и другие какие-то интересы, непонятные для меня. Поэтому я полностью поддерживаю Чанавая Акуновича. В 2000 году, когда я стал председателем комитета по налогам, таможенным сборам, здесь прекрасно мои коллеги уже помнят, убеленные сединой, было 24 вида налогов. И когда я объявил, что будет только один налог, на одного налогоплательщика один учет, один налог, один фискальный орган, многие смеялись. Также, когда я предлагал идентифицировать животных. Да? Но вот сейчас мы подходим к этому. Чем проще налоговая система, тем больше защита от фискальных органов. На сегодня все инвесторы, в том числе внутренние бизнесмены, просят защитить от правоохранительных органов, фискальной системы, все остальное мы сами сделаем. Технологии привезем, деньги найдем, рабочие места создадим, налоги заплатим, но вы защитите нас от них. К сожалению, именно вот эта возможность лишения бизнеса на защиту своих законных прав на суде, она позволила вот таким криминальным группам сраститься и начинать губить наш бизнес. Уважаемые коллеги, я не хочу агитировать за советскую власть. Мы прекрасно все помним, что мы с вами, если будем вместе, сможем это все сделать. Надеюсь, что коронавирус для многих открыл глаза и сработает инстинкт самосохранения и нашего парламента, и нашего правительства, и тех, кто находится во главе нашего государства. Это все закончится, может, социальным взрывом и может привести вообще к потере суверенитета нашей страны. Не забывайте, что с 2023 года начинается пик оплаты внешнего долга. А мы сейчас уже взяли еще дополнительно 450 миллионов долларов, из которых 240 миллионов долларов – это МВФ. В течение 10 лет мы должны это вернуть, эти деньги. Это же кредитные деньги, МВФовские, мы их должны вернуть. Только там 10 или 15% из 410 миллионов долларов, которые согласовал Минфин, являются грантовыми. Более 70% это кредитные ресурсы, и на короткий срок из них 240 миллионов это на 10 лет. Поэтому я предлагаю, уважаемые коллеги, вместе с бизнесом постараться. Кануэ Капашевич создал очень мощную, хорошую группу, лобби в парламенте. Мы готовы, Эркин Шамсудинович, в 3 чтениях, каждой своей фракции все эти законы защитить и предложить нашему парламенту принять этот законопроект. Я надеюсь, что уважаемый глава государства Сооронбай Шарипович поддержит и бизнес, и тех парламентариев, которые предлагают выход из этой ситуации. Спасибо.